Отрывки из книги «Татар Рухы. Татарский дух». Очередной выпуск. Предыдущие выпуски смотри в плейлисте. Ссылка в описании. Выпуск 10. Отрывки из третьей части «Булгары или татары». Многие спотыкаются об этот вопрос, не зная, к какому берегу пристать – булгарскому или татарскому. В своей книге «Великая Булгария», изданной в 2021 году, я попытался найти ответ на этот вопрос. Согласно легенде, после спасения от потопа пророк Нух, мир ему, среди прочих родил и сына Яфиса. У него много было сыновей, среди которых Тюрк, Саклаб, Рус и другие. Но мы все дети Тюрка. Через несколько поколений после Тюрка появляется Аланча. У этого хана рождаются два сына, два брата – Татар и Магул, которые тоже потом становятся ханами, и каждый правит своим улусом. Получается, что Магул, правильно Мунг или Мунг, так же, как и татар, это просто имена ханов. У тюрков был обычай называть народ именем вождя племени. Хан Татар – татары, хан Кыпчак – кыпчаки, хан Агус – агузы, хан Рус – русы. Рус – это тоже первоначально было тюркское племя. Точно так же хан Мунг, или как переиначили потом в Магул или в Монгол. Магулы, монголы. А Мунг, Мунг, и по-тюркски, и по-могульски означает «печальный». У младшего сына Аланчи хана был именно такой характер, грустный, поэтому его и прозвали Мунг. Кстати, у татар и сейчас, когда слушают грустную, печальную, но очень характерную мелодию, говорят, что в этой музыке есть мунг. Мунг-бар букида. Запомним, что Магул и татар – родные братья из потомства тюрка. Братья жили довольно дружно, каждый правил своим улусом, своим юртом, объединяя иногда военные силы, чтобы дать отпор общему врагу. Против Магула-татар никакой враг не мог устоять. Как утверждается в старых рукописях, на протяжении нескольких тысяч лет никто, кроме них, кипчакской, татарской, степи не правил, но сами они породили много племен. И не все из них хотели подчиняться. К примеру, уйгур, конглы, кыпчак, карлук, калач, агачери были очень своенравны. Джилаир, Сунит, Меркит, Курлавут, Тамгалык, Тагут, Ойрат, Бургут, Хадит, Улус, Кумат, Болгачин, Урат, Телегут, Урайгат, Курыкан, Сагает тоже из этого корня, но эти были поспокойнее. А Кираит, Нойман, Унгут, Тангут, Искирин, Кыргыз преданно служили потомкам Магул-хана. Так же, как Алангус, Ортанкут, Икерас, Илкунот, Курилас, Конают, Ортавут, Конкунат, Ушумен, Сулдус, Илдузгин, Баяут, Кинегис. Прошу прощения за произношение. Как вот написано в переводе старых рукописей, так я и читаю. Прервемся, а то этим родам нет числа. Что касается рода татар-хана, то в шажарах явинского хана Абулгази, Чингизи, дожившего в 17 веке, о нем отзываются очень уважительно. Татары – это наидревнейший и наславнейший род из потомства тюрка. Он был весьма многочисленным, в него входило более 70 тысяч семей, и подчинялся он только своему хану. К большой трагедии мирная идиллия продолжалась недолго. Через несколько поколений, 5 колен, между потомками Магула и татара развязалась братоубийственная война. И ее развязали
татары, точнее безрассудный хан Бойду. Сначала верх брали потомки старшего брата Татара, потом младшего Могула. Отец Темучина или Тимирче, так звали Чингисхана с рождения, Ясугей, одержал крупную победу над татарами, предводителями которых был хан по имени Тимирчи. В знак этой победы назвал Ясугей своего сына именем поверженного врага. Тимирчи значит кузнец. Чингис, а это имя он уже получил, став верховным ханом, хорошо знал свою родословную и помнил, что он потомок печального хана Могула, и потому назвал свою империю Могул-Улус, то есть империя потомков хана Монга, Могула. Правильно, Монг, переначали Могул, Монгол. Однако это название не прижилось. Иностранцы как на Западе, так и на Востоке, не зная хонского тюркского языка и истории тюрков, тупо стали переводить Могул-Улус как монгольское государство. Однако, вопреки желанию отца-основателя империи, слово «татары» тоже стало присутствовать в его названии. Например, в таком виде, как раньше писали западные авторы – Монголия, именуемая нами Татарией, но потом стали называть просто Татарией. И вот тут мы, или Великой Татарией, и вот тут мы подходим к самому интересному, к объяснению загадки, когда и как булгары произошли от татар. Образованные жители булгарского юрта, или правильно говорить, булгарского, то есть татарского, булгарского, ударение будем ставить на втором слоге, булгарского юрта, наверняка знали, что их столицу, город Булгар, на самом деле основали потомки Татар-хана, извечные враги могулов. Правда, это случилось очень давно, и тогда были совсем другие татары. Не те, которые стали жить и править в Булгарии с приходом внука Чингисхана, Батыя, а те, что, перемешавшись с другими булгарскими народами, тоже стали величать себя булгарами, имея в виду новое место своего проживания. Это очень важный момент. То есть булгары – это не этноним, а этикон. Данный термин служит для обозначения жителей той или иной местности. К примеру, как позже татар, живущих в Казани, называли казанцами, в Крыму – крымцами, а в Москве – москалями, а те, кто сейчас живет в США – американцы. Между прочим, булгарами именовали себя не только кыпчаки, утиги, черемыши, суасы, ары, угры, башкирды, но также обосновавшиеся на берегах Итиля бухарцы и хорезмийцы. И лишь гордые арабы, как носители истинной веры, так они про себя думали, сохраняли свое собственное имя – арабы. Если углубиться в наше седое прошлое поглубже, удивительные открываются вещи. У Суинчихана, 9-й правитель из рода татар, был сын по имени Кишилу. Согласно древним рукописям, ими пользовался татарский историк XIX века Хусаин ибн Амирхан. Он перевел на казанский диалект родословную татар Абулгази хивинского хана и кое-что в эту родословную добавил, исходя из своих источников. Так вот, Хусаин ибн Амирхан утверждал, что именно Кишилу основал город Булгар в устье реки Итиль. И произошло это, как сообщают летописи, в 4386 году после низвержения Адама на землю. Это
дата библейская, кораническая, трудно по ней судить об истинной дате возникновения города Булгар в устье реки Итиль-Волги, но мы все же попытаемся чуть позже. Парадокс, но булгары имеют больше прав именовать себя татарами, чем могулы, ведущие свою родословную от ветки печального Монхана и не имеющие прямого отношения к основателям булгарского юрта. То есть булгары больше татары, чем могулы. Еще интересный вопрос. А когда Всевышний наказал Адама за непослушание и спустил с небесных райских куч на грешную землю? Ну вот та самая библейская кораническая дата, сейчас мы ее будем вычислять. Когда, в какое тысячелетие до прихода пророка Мухаммада, мир ему, это случилось? Исламские ученые не дают определенного ответа, а иудеи будто бы знают, ведь у них календарь ведется от самого Адама. Пользуясь этим календарем, нетрудно вычислить, что наш славный Булгар, да пошлет ему Всевышний вечное процветание, сейчас там все реконструировано, ведутся каждый год дополнительные работы. Красавец стал Булгар, снова, как и прежде был. Так вот, пользуясь этим календарем, нетрудно вычислить, что был основан в 625 году по Миладе, то бишь григорианскому календарю, которым мы сейчас пользуемся. Если же считать по коленам от Адама до Яфиса, тюрка и татара, может получиться и другое время, хотя и близкое к вышеозначенному. Все это, разумеется, приблизительные и, скажем так, легендарные даты, не подтвержденные археологическими раскопками и другими источниками. А нужна ли нам реальная дата? Мифы часто бывают важнее исторических реалий, которые не всегда возможно восстановить. В данном случае главное – понять и принять, что город Булгар потомками Татар-хана был основан задолго до прихода сюда войска Батыя, внука Чингисхана. Теперь давайте посмотрим, что нам известно о Кишулы-хане, отце-основателе Булгара. Да почти ничего. Известно только, что он был правнуком Байду-хана, того самого безумца, который развязал братоубийственную войну между потомками татара и могула. Говорят, это был очень сильный и могущественный хан и стер с лица земли всех могул. Но этой легенде нельзя доверять точно так же, как и нельзя верить легенде о том, что Чингисхан якобы уничтожил всех татар. 2 из 5 жен, а всего их вместе с наложницами по утверждению Абул-Гази было около 500, но 2 из 5 официальных жен повелителя Могул-Улуса, сестры Милу и Чинган, были из рода татар. То есть у Чингисхана 2 жены были официальные жены, 100% татарками, теми древними татарками. Повторим, что в войске великого завоевателя было много настоящих татар. Не только жены были татары, но и воины были татары. Именно татары по крови, а не получивших это имя впоследствии. Более того, татарами у Чингисхана были также видны полководцы и беки. Они занимали высокие военные посты или управляли целыми юртами-улусами. Помимо Чингисхана в роду могул были такие известные правители, как Карахан и его сын Агус-хан. Во времена Агус-хана из племени могула упоминается еще некий Башкор, от которого происходит народ башкорт.
ленивый, живущий по наитию природы. Так написано в рукописях. А Тимирчи Чингис родился в 559 году по хиджре, то есть мусульманскому календарю. Это 1163 или иногда говорят 62 год по милади, в год свиньи в Могульском юрте в кочевом селении Бекун-Ялдук. Уже во время его рождения было предсказано, что он будет великим правителем, прольет много крови. Как далеко владыка мира Чингисхан и основатель Булгара Кишилу-хан отстояли от своих предков. Чингисхан от Могула, а Кишилу-хан от татара. Будем считать. Тимирчи Чингисхан своему предку Могулу восходил через 39 поколений. А Могул-хан, в свою очередь, так же, как и Татар-хан, через 5. Есть и другие данные. Кул-Гали говорил, что через 7. Вот через 5 колен восходил Тюрк-хану, отцом которого был Яфис, как мы знаем по коранической легенде, сын Нуха. Или Ноя, это в Библии. Там Яфет и Ной, а у мусульман в Коране Яфис и Нух. То есть от Чингиза до Яфиса примерно 45, до Нуха 46 поколений. А Кишилу-хан, основавший город Булгар, 10-й потомок Татархана, старшего брата Могул-хана. И что у нас получается? А вот что. От Кишилу-хана и основания Булгара до Чингисхана прошло 500 лет. С тех пор много воды утекло. Могулы и татары так и остались вольными степняками, а их родовая ветка в лице Кишилу-хана создала одну из самых передовых городских цивилизаций в мире – Волжско-Камское ханство. Все это время жизнь булгар шла отдельно от могул и татар, если не считать кратковременных пересечений. Но через несколько столетий давние и забытые родственники неожиданно нагрянули в гости в булгарский юрт, причем навсегда, причем претендуя на роль хозяев. Степняки за это время сильно изменились, а может быть, сильно изменились и сами булгары. Но в языке и вере они были одинаковы, веровали в верховного бога неба Тенгри и говорили на тюрки. Хотя в Булгарии уже были и мусульмане. Но их тогда было очень немного, хоть и считается, что официально ислам проник в Волжскую Булгарию в 922 году, он был там утвержден. Но в другой главе мы разбираем этот вопрос. Далеко не так. Массово татары стали переходить в ислам от тенгризма гораздо позже, через несколько столетий. Еще Махмуд Кашгари, знаменитый знаток туранских языков, приводил хадис, в котором Аллах предупреждал пророка о нашествии неких небесных всадников. «У меня на востоке есть войско, когда я разгневаюсь на какой-нибудь народ, я посылаю это войско на него». Так гласит этот хадис. Татары-могулы и были теми самыми небесными всадниками. Но так было устроено древнее тюркское сообщество, и это нужно понимать, что вокруг городских центров культуры и ремесел всегда были разбросаны воинственные кочевья. И эти два мира дополняют друг друга, иногда люто враждуя, иногда мирно объединяясь в единое целое.
Так издревле жили Хорезм, Бухара, Самарканд и другие крупные центры Турана, так жил и Булгар. Пришлых татаро-могул осталось в булгарском юрте немного. Повоевали и отправились обратно в свои степи. А тем, кто остался, не удалось навязать своих порядков. Ну, все-таки городская цивилизация и кочевая – это две абсолютно разные стихии. И городская цивилизация, как бы мы этого не хотели и не противились, всегда побеждает кочевую. Да, напротив, пришельцам пришлось перенять образ жизни, обычаи и традиции, а также местный диалект тюркского языка более культурных хозяев, которых они как будто бы завоевали и подчинили себе. Кстати, в языках этих воинственных племен, даже очень близких к булгарскому тюрки, нет понятия, обозначающих атрибуты оседлой жизни. Скажем, ипи – это печеный хлеб, или сабан – плуг. А откуда им у них взяться, если кочевники не пашут землю и не пекут хлеб? И веселый праздник Сабантуй. Сабантуе. Праздник плуга проводят только в Булгарии. В кочевьях же собирают джиины. Хотя в Булгарии, ну мы говорим о булгарском юрте, тоже и джиины были. Они были даже еще и в советское время. Но главный праздник был Сабантуе. Со временем имя татары стало общим для всех. Не нужно чураться этого древнего имени. Нужно помнить, что все мы вышли из одного татаро-могульского корня и имеем одного прародителя. Конец выпуска. Продолжение следует. Давамы бар.